Так, уважаемые друзья, мы продолжаем первый тур 12-го чемпионата Кыргызской Республики по волейболу среди мужских команд. Высшая лига на наших экранах. Это уже пятая игра в сегодняшнем первом игровом дне. Ну и, соответственно, две команды, которые сейчас будут выяснять отношения в этом матче. Это Билим КГУ имени Арабаева, ну и волейбольная команда ОШ. Кто из них окажется сильнее, узнаем совсем скоро. Состав, друзья, для вас озвучим. Состав Билим КГУ имени Арабаева — это номер 1 либеро команды Бейшенкол Калыков, 3 Аманбек Токтоджо Улу, 4 капитан команды Бакыт Баязбек Улу, 5 Урозбек Мамаюсуп Улу, 7 Джумабек Медетов, 8 Абдумалик Сюинов, 9 Эрмек Саварбек Улу, 10 Бекутбек Джакишев, 11 Ильяс Алиханов, 12 номер Автандил Амангельди Улу, ну и главный тренер команды Нурджамбек Ахматов. Состав команды ОШ: 2 номер либеро Батыралы Орозов, 3 капитан команды Рахмадали Мухаммадали Улу, 4 Дулет Мамунов, 5 Абдулазиз Гульджигит Улу, 6 Раималы Эркиналы Улу, 7 Бекназар Даняр Улу, 8 Нурбек Алибаев, 9 Багыш Таштанбек Улу, 11 Ильяс Абдумун Улу, 12 Самат Халдарбек Улу, 13 Эльзар Уламбек Улу, 15 Уламбек Мамат Муса Улу. Вот такой состав. Такие составы у той и у другой команды, друзья. И определяем, что в синей, точнее, форме играет команда ОШ, ну а команда Билим играет в красно-белой форме. Очень интересные матчи нам подарил сегодняшний день, и вообще эти игры будут идти аж целую неделю. Соответственно, очень много интересных противостояний. В первом туре мы вместе с вами будем лицезреть. Ну и давайте понаблюдаем за этой игрой Билим против команды ОШ. Не будем полностью произносить, наверное, во время игры Билим Кыргызский государственный университет имени Арабаева. Просто будем говорить Билим против ОШ. Против ОШа. Против команды ОШ. Ну а сейчас все готово начаться. Ну и для вас, как всегда, в этом дне высшей лиги комментирует Азирет Абдраимов. Поехали, друзья. Все готово для начала этого матча. И, соответственно, мы скоро узнаем, кто же победит. До этого очень хорошие были противостояния. И Чаткал, и Салам Алик играл, и Динамо Джаллават в последней игре победила Тенерто как раз таки перед этой игрой. И теперь вот команда Билим начинает свою подачу. Исполняет ее Аманбек Токтоджо Улу, принимает либеро Бейшенкол Калыков. И здесь затяжной первый розыгрыш оказался. И таким образом отличается Бекутбек Джакишев, который в прыжке таки смог на позиции доигровщика себя проявить. Отлично взмыл вверх и, соответственно, добыл очко. Ну а теперь уже волейболисты команды ОШ смогли сравнять счет 1-1. Теперь мы посмотрим на подачу Бекназар Даняра Улу. Все-таки он собирается подавать. Ну, а так подфартило для Билима то, что Автандил Амангельди Улу оказался тут как тут, в районе третьей зоны, и смог вонзить мяч в площадку ОШской команды. Счет 2-1. На подаче Бакыт Баязбек Улу, капитан команды Билим. И мяч в аут. Уходит, покидает пределы площадки после атаки Ильяса Алиханова. Счет 2-2. Равный. На подаче Самат Халдарбек Улу. И вот так вот в очередной выстрел от Билима мы увидели Ильяс Алиханов. Ну а Автандил Амангельди Улу будет исполнять эту подачу. И посмотрим, чем же обернется она. Так, ваут. Мяч уходит. 3-3. Счет равный.
Да, пока ноздря в ноздрю идут команды. Тютелька в тютельку. Рахманали Мухаммадалиулу, капитан, исполнил подачу, но все-таки Ильяс Алиханов успел таки сыграть здесь со второй зоны. Напрыгнул, и счет теперь 4-3 в пользу команды Билим. Так, ну здесь спорные эпизоды, спорный момент. Да, и объяснил судья здесь Рахманали Мухаммадалиулу, капитану Ошской команды. Да, и прямо-таки в него сейчас Ильяс Алиханов исполнил, капитан Ошской команды исполнил таки эту подачу. 5-3. Билим отрывается уже на 2 очка. Но это только лишь начало. Не ошибается Алиханов. Конечно, нужно собраться сейчас в команде Ош. Так, а теперь Багыш Арсланбекулу подал, а вот здесь обманка не прошла, так как либеро был тут, Батарлеу Розов. Бехутбек Джейнишев. Бехутбек Джакишев, точнее. Джакишев смог обмануть снова в очередной раз своих оппонентов. Счет 6-4. Он же и подал. Джакишев. Но вот таким образом пробил сей блок Нурбек Алибаев. И счет становится 5-6. Бакыт Баязбек Улу неплохо до этого, кстати, себя проявил. Вот как раз таки на позиции связующего он отдал передачу, но все-таки Аманбек Токтуходжоулу, пробивая блок, не смог как следует это сделать. И счет по 6. Нурбек Алибаев там руководит с этим блоком. Мяч уходит за пределы после как раз таки выстрела снова Аманбека Токтуходжоулу. И 7-6 уже вперед выходят Ашани. И давайте посмотрим теперь, как они будут себя проявлять в дальнейшем. Ну вот в защите в блоке, хорош блок. Ну и капитан команды Бакыт Баязбекулу смог таки справиться. Да, но здесь не получился Эрмеку Саврубекулу подать точно. Счет у нас 7-8. То есть 8-7 в пользу команды Ош. 8-7. И эйс есть. 9-7. Великолепное начало. Да, команда Ош. И снова Нурбек Алибаев будет производить свои подачи. Точнее, как минимум одну, это уж точно. А вот такая обманка прошла от Алиханова, от Ильяса Алиханова. Да, молодцом, конечно. Сыграл сейчас 11 номер Билима. Так, 8-9. Ну а каков был капитан Ошской команды Рахманали Мухаммадалиулу. 10-8. Счет становится. Есть прием. Хороший прием дальше от Алибаева. И каков Нурбек Алибаев сам же принял и потом сам же после передачи атаковал и зарабатывает 11 очков для своей команды. Плюс 3 гандикап уже, 11-8. Да. Одна из самых зрелищных игр сегодняшнего первого игрового дня. Но его далеко не отпускает Билим.
Алтандил Амангельдиулу атаковал, а на подачу отправился капитан Белима Бакыт Баязбекулу. Как раз он будет исполнять подачи. Точнее, подачу эту. Если получится выиграть, то еще потом вторую. Ну а здесь Павлини играет великолепно. Багыш Саштамбекулу. Ну а на подаче будет Самат Халдарбекулу. Ну и первый тайм в действии у Белима. Алтандил Амангельдиулу справился. Счет 10-12. Снова Амангельдиулу на подаче. Ну а это действие просто шикарнейшее было от ожской команды. Капитан Мухаммад Алиулла на подаче. Рахман Али отлично себя проявил. Ну а вот здесь первый темп снова от Белима. Великолепно, конечно. Эрмек Сабырбекулу оказался на ударной позиции слева по диагонали и выстрелил. Счет у нас уже 11-13. И Ильяс Алиханов исполнять подачу будет. Ну и практически на вылет. 12-13 счет. Отлично. Вообще начало отличное этого матча и неуступчиво, точнее, очень. Каждое очко прям берется в очень трудовом порядке. Возможно, мы видели сегодня 4 сета, пока 5 сетов не видели. Возможно, в этом матче 5 сетов увидим. Хотя, кто знает, бывало начало многообещающее, но потом были ошибки. Здесь Ильяс Алиханов снова ошибся на подаче. И счет 14-12. Багыш Саштамбекулу подает у Ашан. Ай-яй-яй. Если бы не трогал бы Таштамбекулу, то там Мухаммад Алиулу принимал сей мяч капитан. Ну, недоволен оказался он. Ситуация 13-14. Уже 15 очков добывается путем ошибки Бекутбека Джакишева. И уже коллектив команды Ош ведет со счетом 15-13. Хотела обмануть здесь капитан Белима Баязбекулу. Так, ну а это аут. Ильяс Алиханов. 16-13 у нас счет. Плюс 3 гандикап на подаче Дулет Мамунов. Халыха справляется, но атака хорошая была, но здесь получилось таки. Алиханов ошибается. 17-13 уже счет стал. И тайм-аут. Тайм-аут берет Нурджанбек Ахматов для своих подопечных. И вот сейчас Нурджанбек Ахматов объясняет своим подопечным, что да и как. Что вначале вели хорошо, и Нурджанбек Ахматов это заметил, то что как-то игра начинает уже терять свой былой окрас, как в начале это было. Тайм-аут завершен, игра продолжается. Так, блок удался сейчас команде Ош. Ну а самым расторопным здесь оказался Эрмек Сабырбекулу с командой Белим. И получилось как раз таки себя проявить, потому что эпизоды-то были неплохие.
Счет у нас пока 18-14. И Алибаев на подаче. И вот прям в блок попадает. Самата Калдарбекулу. Поэтому и счет возрастает до 19 у нас. 19-14. Первая партия остается пока за Ошской командой. Хороший прием. Ой-ой-ой, вот так вот. Спортивный интеллект превыше всего. Багыш Таштамбекулу это и показал сейчас. Алибаев снова на подаче. Мяч в аут уходит. 21-14. Команда уж ведет. И снова продолжается дальше подача Нурбека Алибаева. Есть выстрел, и так приходится отыгрывать. Таким образом, первый темп. Алибаев был в атаке сам, мог оставить подачу для себя, но ошибся здесь. В сетку мяч попал, плюс еще блок там был на всякий случай. 15-21 счет. 15-21. Аманбек Токуджоулу на подаче. Ну и вот таким образом Калдарбекову 22 очко добывает для команды Ош. 22-15. Так, тайм-аут снова берет представитель Билима. Снова Нурджанбек Ахматов это делает. И нужно спасать первый сет. Тайм-аут завершен. Можно дальше лицезреть да, не успели, и теперь уже 16 очко добывает коллектив Ахматова. 16-22. Капитан Билима Байзбекулу на подаче, есть прием, и теперь, да, не доиграли там немножко, но момент-то был очень хороший. Ну и жесткий прям выстрел был от Багыша Таштамбекулу. Прямо в блок. 23 очка уже у команды Ош. 23-17. Затяжной розыгрыш. И сет-поинт. 24-17. Сет-поинт зарабатывает коллектив из города Ош. Хозяйский коллектив, что мы сказали, что сегодня как раз таки хозяевами являются этого первого тура волейболисты ошских команд, потому что здесь и проводится первый тур. Такой выстрел, и 25-17 побеждает коллектив команды Ош первой партии. Ну, а мы с вами ждем партию под номером 2. Уважаемые друзья, вторая партия в матче на Билим против Ош продолжается, ну, и то есть начинается. В первом сете победил
коллектив из города Ош. 25-17 они выиграли, и теперь вторую партию начинают с очень хорошим настроением. И, соответственно, сейчас они будут пытаться себя проявить и вообще досрочно, то бишь, в 3 партии уже сыграть. Но вот Билим пока с этим не согласен, борются они до конца, до последнего, как это было в начале партии, в середине, вот в концовке не дожали все-таки. Я думаю, уже можно начинать, но вот пока последние технические моменты заканчиваются перед началом второй партии. Состав мы озвучили в начале матча. Так, ну и на подачу команды Ош Нурбек Алибаев. На вылет подавал, откровенно говоря, но мяч покинул предел площадки. Стало быть 1-0. Повел Билим. Бахат Байзбекулу на подаче теперь уже у Билима, капитан этой команды. Успел Алибаев сыграть, но либеро оказался не удел здесь. Рахман Али Мухаммад Алиулу и немножко помешал своим товарищам по команде сыграть как следует. Но 2-0 пока что во второй партии ведет Билим. Есть нарушение правил в атаке, касание сетки у Билима и 1-2 счет становится. Бекназар Даниярулу отправляется на подачу, исполняет ее. Из касания. И 2-2. Да, так, вальяжно, чуть спокойненько Багыш Рустамбекулу пробивает себе блок. Так, но 3-1 все-таки. Да. Нарушение до этого выявил судья, поэтому 3-1 Билим повел. Хотя пробивал там блок. Рустамбекулу. Ну а здесь капитан вступился в дело. Рахман Али Мухаммад Алиулу. Начало первой партии тоже также ознаменовалось отрывом, минимальным отрывом Билима, но потом аж они нагнали, и сейчас тоже ужская команда хорошо появляет. И вот догнали по счету 3-3 уже. Ведут они после первой партии 1-0, но здесь пока ничья 3-3. Ай-яй-яй. А вот вам и подача еще одна. 4-3. Счет в пользу команды Ош. Соответственно, еще раз Самат Халдарбекул имеет шанс свою подачу сделать. По 4. По 4. Ничья в начале второй партии. Ильяс Алиханов отправляется на подачу Билима. Ой, какой блок! Дулет Мамунов. Одинушник справился. 5-4. Команда уж впереди. Какой блок великолепный снова. Багыш Рустамбекулу там был вместе с Дулетом Мамуновым.
справились. Теперь Рахман Али, Мухаммад Алиулу. Да, этой подачи. Пять-шесть. Бехутбек Джекишев будет исполнять подачу сейчас от команды Билим. Закрывать как могут эту подачу волейболисты команды Билима. И по 6 удалось таки. Извиняюсь перед партнерами либера ожская команда Рахман Али, Батырлы Орозов точнее. И счет пока по 6. Бехутбек Джекишев подает, снова Орозов на приеме. И вот плечом как сыграл Нурбек Алибаев, но очко засчитывается в пользу Билима. 7-6. Снова Бехутбек Джекишев. Первый темп в действии. А вот вам и задняя линия. Вот Бекназар Даниярулу. По 7 счет. Таштамбекулу отправляется на подачу. Очень весел. Очень весел, точнее, сейчас Багыш Таштамбекулу. Все хорошо для его команды. Первая партия выиграна. Сейчас 7-7. Сравняли счет. И теперь будет подавать он. Есть эйс. Великолепно. Не зря улыбался, не зря позитив к себе притягивал. 8-7. Молодцом. Багыш Таштамбекулу сработал. Ой-ой-ой. Сетка помогает здесь. Да, здесь Дулет Мамунов попросту не ожидал того, что мяч упадет прямо в него. Счет по 8 уже у нас. Вот, на ходе 9-8. Калдарбекулу появляется на площадке. Самат Калдарбекулу, и вместо либера уходит Батырлы Орозов, и Самат Калдарбекулу появляется как раз таки при этой атаке на блоке, чтобы сыграть. Ну и великолепное действие от Бекназара Даниярулу. 10 точнее уже 8, 10-8. И здесь, конечно, снова коллектив из города Ош по-хозяйски себя чувствует. Да, чуть-чуть не подфартило здесь Нурбеку Алибаеву, хотя блок-то оказался по-хорошему стояли. И потом можно было сыграть, но просто не успел. Так как мяч предательски скользнул в свою площадку, и там сыграть было тяжело. 9-10. Ой-ой-ой. Прыгал заранее здесь Самат Калдарбекулу, ошибся с этим планом. Счет по 10. Да, здесь неразбериха у нас произошла. Ну а здесь ошибка уже от команды Билим. Счет по 11 у нас равный. И Нурбек Алибаев будет подавать. Да, спасти не удалось. А это выстрел от Рахман Али Мухаммад Алиулу. 12-11. Счет сравнялся по 12. Никак далеко не упускает Билим своих оппонентов. Примерно вот до середины буквально каждой партии. Вторую партию также наблюдаем. И Баязбекулу на подаче у команды Билим.
не получилось. Очень много касаний произвели потом. Соответственно, вперед уже выходит коллектив команды ОШ. 13-12. Бекназар Даниярулу на подаче. Смог там Амбек уже справиться, но прямо на Нурбека Алибаева был выстрел. И сейчас снова сравнялся по 13, пока далеко не отпускает. Друг друга ни тот, ни другой коллектив, попутно отдавая очки и забирая очки тоже, выигрывая очки в этих розыгрышах. Ну а вот великолепно Рахман Али Мухаммадалиу справился. Капитан команды ОШ Рахман Али Мухаммадалиулу делает счет 14-13 в пользу Ашан. Так, ну а здесь снова хороший блок. Ваут, значит, ходит 15-13. Вот теперь, я думаю, начинает отрываться постепенно коллектив команды ОШ. 15-13. Самат Халдарбекулу на подаче. Помним, да, до этого, в первой партии, как он выдал несколько подач хороших, там на вылет были и практически. Ай-яй-яй. Прямо-таки каркасовый мяч полетел ближе к ауту, поэтому там никто и не смел бы среагировать, достать. 14-15. Ильяс Алиханов на подаче. Ну и практически на вылет по 15. Урозов принимал лидера мужской команды Батрали Урозов. Но Ильяс Алиханов очень хорош был на этой подаче. По 15 счет. В аут мяч уходит. 16-15. Ну и теперь снова 16-16. На сей раз решили далеко так не отпускать. Бекутбек Джакишев будет исполнять подачу команды Билим. Просит шнурки завязать. Дулета Мамунова судья на вышке. И Бекутбек Джакишев исполняет подачу. Урозов поднимает, накидывает. И что там? На приеме ошибся здесь. Батрали Урозов. 17-16 пока впереди Билим. И на 2 очка они также пошли вперед. Хотя до этого, да, на 2 очка вел ошский коллектив. Теперь уже коллектив КГУ имени Арабаева. Да. Так вот задевает сетку. И 19-16. Здесь, конечно, решают тайм-аут взять игроки команды ОШ для того, чтобы как-то произвести коррективы и вернуть ту вот магию, которую они творили в первой партии, в середине второй партии. Она сейчас близится к кульминации, где они проигрывают 3 очка. Это уже к этому моменту не так-то и мало. Тайм-аут завершается, и игра у нас продолжается. Арсланбекулу хорош здесь был. Снова он себя проявляет. Ну и счет уже у нас 20-17. «18 очко зарабатывает команда ОШ. В 2 очка они пока проигрывают. И Дулет Мамунов, судя по всему, идет подавать. Да, так и есть. Дулет Мамунов.
21-18. Аут. 19-21. Да, качели настоящие у нас здесь происходят. Сейчас психологически важно команде уж заработать очко, приблизиться к Белиму. Да, ну Нурбек Алибаев, конечно, ошибся. 22-19 счет. Ошибается здесь Рахман Али Мухаммадалиулу. 23-19 уже счет стал. И всего 2 очка для победы нужно Белиму. Да, очень рано получилось, не так высоко дал. 24-19. Ну, в принципе, все понятно здесь. Ровно одна ошибка, и вторая партия останется уже за Белимом. Поэтому настоящая борьба здесь происходит в этом матче, как мы говорили. В очень зрелищном матче. Двадцатое очко добывает команда ОШ. 20-24. Но все равно некий дамоклов меч навис над этой командой, над командой ОШ, потому что одна ошибка и все. А вот первый темп, но отбились игроки Белима. Таштанбекулу хорош был, но там в защите сыграли хорошо. Снова Таштанбекулу. Все, друзья, вторая партия завершается. 25-20 в пользу Белим. И счет по партиям 1-1. Третья партия в матче Белим, ОШ. Счет по партиям 1-1. И понаблюдаем, что же нам подарит сет третий. И таким образом удается первое очко добыть команде Белим в этой партии. Удается сравнять счет ОШской команде. Даниэр Улу будет на подаче сейчас. 1-1. Начало третьей партии выглядит очень многообещающим вообще. Первый тайм в действии. Абхадил Амангельдиулу. Хорош блок. Самат Халдарбеков это сделал. И счет сравнялся 2-2.
Шанс для русской команды вырисовывается. Так, ваут мяч уходит, 3-2. Команда Ош выходит вперед. Самат Халдарбекулу снова будет подавать. Если у него идут подачи, то... Если идут подачи у него, то на самом деле и игра тоже ускоряется намного. Ну а здесь, конечно, приняли сию подачу, счет 3-3. И уже другой, 12 номер, только в команде Белим уже пошел подавать Автандил Амангельдиулу. И как засадил-то великолепно капитан команды Рахмадали Мухаммадалиулу, и пошел он на подаче. Счет 3, то есть 4-3 в пользу Орской команды. Практически на вылет подал капитан Рахмадали Мухаммадалиулу, и 5-3 делает счет Мухаммадалиулу. Снова есть, друзья. 6-3. Отлично получается у Рахмадали подать сейчас, и тайм-аут берет Нуржанбек Ахматов снова. Понимает Нуржанбек Ахматов, то, что команда снова поплыла, и надо, конечно, поговорить, побеседовать с ними, со своими подопечными. 6-3 пока счет. Поддерживает подачу здесь Мухаммадалиулу. Ай-яй-яй. Багыш Арсланбекулу не имел шанс здесь увеличить преимущество, но не получилось. 4-6, Ильяс Алиханов на подаче. Ой-ой-ой. А вот и вам. Еще одна на вылет. Ответка, так сказать, от Алиханова. Ответка Мухаммадалиулу. И в аут мяч уходит. 7-5. Плюс 2 гандикап. Плюс 5 к настроению нашему общему сегодня, друзья. И Багыш Арсланбекулу ошибся. 6-7, да, уже 2 ошибки от Арсланбекулу, что ему не свойственно. Он хорош вообще сегодня был в первой партии. И вот сейчас второй партии немножко не клеится. То есть не все клеится у него пока. Так, Рахмадалиулу, то есть Рахмадали Мухаммадалиулу, а потом уже Мамунов добил, вонзил вдоль от Мамунов. Да, настоящий лидер команды Рахмадали Мухаммадалиулу подбадривает своих партнеров. А вот таким образом сыграли отлично. На опережение сыграл блок Ошской команды. Счет уже 9-6. Дулет Мамунов на подаче. Снова. Алиханов. Ну и таким образом пробивается блок Аманбеком Тохтугоджоулу. 7-9 счет на подаче оказывается Эрмик Савырбекулу. Так. В линию мяч попадает. 8-9. Пока впереди
коллектив Ош, но подача у Белима. Хороший ответ, пожалуйста, 10-8. Нурбек Алибаев снова здесь оказался настоящим лидером команды. А это снова Рахманали Мухаммадалилу, который перехитрил своих соперников. 11-18. На подачу пошел Нурбек Алибаев. Ой-ой-ой. Повезло, что там мяч коснулся этого. То есть, что мяч коснулся сетки, вообще повезло. И до этого мы видели, как помогал им, но сейчас не получилось. 9-11. На подачу отправляется Аманбек Токтокожоулу. Халдарбекулу пробил, но там отбились. И вот, пожалуйста, Рахманали Мухаммадалилу снова был точен. Рахманали Мухаммадалилу делает счет 12-9. Бекназар Даниярулу на подаче. Турозов там хорош был. И снова Мухаммадалиулу. Ай-яй-яй. Чуть-чуть был шанс у Даниярулу зацепиться таки за этот мяч. 10-13. На подаче оказывается Байсбекулу, капитан Белима. Бахтат Байсбекулу. Так, первого темпа не будет, но не поспевал здесь Мухаммадалиулу к этой передаче. 11-13. Ай-яй-яй. Но практически на воле. 12-13 сейчас становится. И тайм-аут берут представители команды Ош, понятное дело. Они вели с хорошим гандикапом, теперь всего лишь +1 ведут. Отличная атака, вот теперь Багыш Таштамбекулу справился и пошло у него 14-12 счет в пользу ошской команды. На подаче Самат Халдарбекулу. Такой блок хороший. Еще один блок, пожалуйста. 15-12. Снова Самат Халдарбекулу на подаче. Ну и что там? При приеме было до касания. Так, здесь оспаривает решение судьи капитан Белима Бахтат Байсбекулу. Но все равно счет 16-12.
Так, сейчас на судью посмотрел. Бахат Бейсбекулу. Очень так недовольна. Всякое бывает. Я не могу сейчас судить, кто прав, кто виноват. 13-16. Так, касание сетки было. 17-13. Рахмадали Мухаммадалиулу подает. И под заднюю линию кладет мяч Ильяс Алиханов. 14-17 счет у нас становится. И, конечно, нужно собраться сейчас Белиму, если они хотят отыграть 3 мяча. Но волжская команда, я думаю, нашла таки свою волну сегодня и порыв. Блок тоже был неплохой, но вот пробили его таким 15-17. И постепенно Белим догоняет. Уже 2 очка осталось. А было сколько, помните? Эйс. 16-17. Да, сегодня поясом соревнуются Ильяс Алиханов и Рахмадали Мухаммадалиулу. Именно они больше всех произвели подачу на вылет. Еще один эйс. 17-17. Счет равный. Тайм-аут здесь предлагает взять Бахат Бейсбекулу. Но пока игра продолжается. Нурбек Алибаев хорош был. 18-17. Тут настоящая спортивная злость от Нурбека Алибаева, когда он просто вонзил мяч под заднюю линию. На стороне площадки команды Рим. Бахат Бейсбекулу теперь на подаче. Какой хороший блок. Нет, уже очень много касаний было. 19-17 плюс 2. Волжская команда ведет. Да, не удалось справиться здесь с этим выстрелом. Ну а подавать у Белима отправляется Бекутбек Джакишев. 18-19 счет. Хорош блок. 20-18. Плюс 2 уже. Гандикап. В аут мяч уходит. 21-18. Сократили отставание в счете игроки Белима. Это Бекутбек Джакишев был. Но подавать идет уже Эрмек Сабырбекулу. А Ильяс Алиханов в шикарном стиле смог таки 20-е очко добыть для своей команды. 20-21. Но на 1 балл, на 1 очко пока впереди команда из города Ош. Нурбек Алибаев. Алибаев снова. Хороший выстрел, но в блок. 21-21. Вот так.
Счет равный. Отыграли, конечно, и тайм-аут, друзья. Берут игроки команды ОШ, потому что понимая, что такой гандикап упустили, да еще и под концовку третьей партии, где любое очко на вес золота и где, конечно, может все поменяться у нас. Тайм-аут завершен. Так, Алибаев и добывает. 22-21. Нурбек Алибаев на подаче. 22-22. Аманбек Тавтоподжоулу. Подавать будет у Велима. Счет равный 22-22 и аут 23-22. Да, конечно, вот теперь очень интересные моменты складываются у нас в игре. 23-23. Друг другу дарят подарки игроки. Ошибся в этой ситуации Бекназар Даньярулу. Собраться надо. Так, мяч попадает в линию. Эйс делает капитан Велима Байзбек Улу. Бакыт Байзбек Улу теперь подает на сет, друзья. Вот так у нас поменялась ситуация в этом матче. Вели представитель команды ОШ, теперь ведет Велим. 24-23. Так, что здесь? А там была касание сетки, по-моему. Салиханова. И призывает Нуржанбек Ахматов не спорить с судьей, а просто играть. Чтобы не тратить силы по на эти споры. Ну и правильно, на самом деле. 24-24. 25-24. Это очередной сетпоинт, друзья. Нужно преимущество 2 очка, поэтому и за 25 пойдет счет. И Нурбек Алибаев. И хорош здесь Рахманали Мамадалиулу. Мухаммад Алиулу, извиняюсь. И у меня прямо от эмоций уже все теряется здесь. 25-25. 25-25 счет. 25-25 счет. И играем дальше. Ой-ой! Сетпоинт. Сетпоинт от команды ОШ. Сейчас будет 26-25, но Нуржанбек Ахматов берет таким тайм-аут. — 26-25. Впереди команда ОШ. Сетпоинт. И есть подача на вылет. 27-25. Команда ОШ выигрывает вторую партию, и нас ждет четвертый сет. Уважаемые друзья, четвертая партия начинается в матче Велим против ОШ. И здесь пока по итогам трех партий ведет
коллектив из города Ош. Напоминаем, друзья, это 12-й чемпионат Крымской республики по волейболу среди мужских клубных команд. Матчи высшей лиги идут первого тура, и первый тур идет о национальной лиге. То есть в соседних залах это все происходит за моей спиной. В другом зале идут игры национальной лиги, сейчас идет игра высшей лиги. И Ош ведет сегодня со счетом 2-1 в этой встрече пока что. Илья Салиханов добывает первое очко для Белима. 1-0. Белим повел в четвертой партии. Вообще был, конечно, сет-поинт у команды Белим до этого. И, соответственно, чуть-чуть не повезло им в концовке. А напротив, команда из города Ош просто отменно сыграла. Как сейчас. Вот. Великолепный был капитан Рахманали Мухаммадалилу. Он именно и вытащил концовки. И счет 1-1. Ай-яй-яй. Ошибся капитан Велима здесь, Бахтат Байзбекулу. Счет 2-1 в пользу команды Ош. Бекназар Даниярулу на подаче. Еще Калыков до этого Либера сыграл, казалось бы, хорошо, но игра продолжается. И если мяч схватил игрок команды Белим. Ну, все по правилам, конечно, надо делать, уважаемые друзья, поэтому они спорят с судьей, я имею в виду. 3-1. Как доказывает это все в игре. Ведь Белим-то хорошо играет, но вот немножко в некоторых моментах не хватило в двух партиях. Так, счет 2-3. И подавать будет 12 номер команды Дилам Агильдиолу, который до этого хорошо очень играл, но теперь ответная атака уже от Багыша Таштамбекулу. Снова он разыгрался, снова девятка. Ашан разыгралась. Теперь, конечно, будет, я думаю, проявлять себя очень хорошо. 4-2 счет. Другой 12 номер уже в составе команды Ош. Самат Халдарбекулу подал. Так, есть блок, но этот блок был пробит. Рахманали Мухаммадалилу встречает. И снова. Оказывается, он здесь расторопнее. На встрече лидер команды. 5-3. Если данную партию выигрывает коллектив хозяйский, как сегодня первый тур происходит, вообще эти дни будет происходить в городе Ош, то и, соответственно, игра закончится. Отличный блок от Нурбека Алибаева мы увидели. 6-3. Но если выиграет коллектив Белим эту партию, то мы будем ждать пятую партию, где там играется до 15. Поэтому сценарий вот таков. Всего два сценария. Но пока ближе к первому сценарию коллектив из города Ош. Они ведут и плюс поймали свою волну, играют отменно. Алибаев. Есть с блоком удар и 7-3. 7-3. И третий номер города Ош будет подавать капитан тот самый Рахманали Мухаммадалилу, но тайм-аут берет Нурджамбек Ахматов, главный тренер команды Белим КГУ имени Арабаева. Рахманали Мухаммадалилу на подаче. Так, здесь блок.
Ну и здесь ошибка была в атаке. 8-3. Снова капитан команды Рахманалиев подает. И вот таким образом удалось таки команде Билим отыграть 1 очко. 4-8. И Бекутбек Джакишев будет подавать. Ну, в сетку мяч попадает. Багыш Рустамбекулу отправляется на свои подачи. Выстраивается блок заранее здесь. Ну, вот так не получилось встретить. Счет уже становится 5-9. Хороший прием от Нурбека Алибаева. Приходится так вот играть Багыш Рустамбекулу. Мухаммадалиулу. Ну, кому отдал Бекназар передачу? Так и непонятно. Не прочувствовал своих партнеров. Но 6-9, в принципе. Гандикап-то нормально, солидный. Но мы помним, да, как было в партии второй и в третьей партии. 10-6. 10-6. Ожский коллектив приближается постепенно шагами к победе в этом матче. Но еще нужно 15 очков заработать, а это немалые усилия. Здесь отбиваться нужно. Какой блок хороший. 11-6 уже, плюс 5. Дулет Мамунов на подаче. Отбились игроки Билима и вытягивается розыгрыш у нас. Хороший шанс. 4-я зона атаковать. Здесь Нурбек Алибаев перехитрил всех. Не стал он засаживать, да и неудобно было это делать, поэтому решил просто обмануть, перехитрить своих соперников. Так, 12-6. Счет ровно вдвое. Дулет Мамунов на подаче у команды Ош. Прием и не получилось здесь. Не просчитали и мяч уходит в аут. 13-6 счет становится. Уже постепенно гандикап наращивает ожская команда. И тайм-аут берет Нурзамбек Ахматов. При счете 13-6. Таким образом, Мухаммадалиулу еще зарабатывает очко. 14-6, и все постепенно идет. Вообще, третья партия оказалась переломной, да, вот когда момент-то был у Билима выйти вперед. И такое чувство, будто уже ребята отдали все силы на третью партию. И сейчас снова подача на вылет. 15-6. Так вот, отдали все силы именно психологические силы в третьей партии оставили. Сейчас в четвертой партии просто уж, ну, практически как говорится, в футболе в одни ворота здесь в одну площадку, если можно назвать, обыгрывать. 16-6 уже. Плюс 10 гандикап. Тяжело отыгрываемый, конечно. Даже с такой сильной командой, как Билим. Плюс, когда против тебя играет коллектив, как команда Ош. Ну, подарил здесь Дулет Мамунов в 1 очко своим соперникам, ударив сетку. Хотя мог бы еще получше сделать, но, в принципе, рисковать имел право. Так что нормально. Нурбек Алибаев тоже решил отсюда уже пробить, но
Не получилось. 8-16. Теперь вдвое. Гандикап у нас состоит. Алмазбек Токтокоджоулу. Первый темп хорош. И здесь, конечно, Самат Калдарбекулу оказался намного лучше. 17-8 счет. Нурбек Алибаев пошел подавать при этом счете. И подавать надежды на победу в этом матче. А вот так вот спасает положение дела Абдумалик Сюинов на какое-то время, чтобы совсем уж не рос счет в геометрической прогрессии. Продолжается Бекназар Манирулу, ну а вот капитан Рахманари Мухаммадрилу смог добыть 18 очко в этой встрече, в этой партии, четвертой партии для ожской команды. 18-9 счет. Есть эйс, в линию мяч попадает. 29. 19-9, то есть 19-9, гандикап плюс 10. 19-9 и Бекназар Даниярулу. В аут значит, ходит, судя по всему, но через касание, да? Стало быть, 10-е очко, наконец-таки добрались до двузначного числа игроки Белима в четвертой партии. 10-19 и подавать будет Автандил Амангельдиулу. Ради замены вместо Багаш Сарсанбекулу на площадке появляется Ильяс Абдумамонулу. В концовке этой встречи. Какая отличная комбинация через середину. И Нурбек Алибаев снова был точен. 20-10 ровно. Дулет Мамунов появляется на площадке. Снова Нурбек Алибаев. Ну и блок встречает как раз таки его. Счет 21-10. Какой блок хороший от Мухаммадрилу. 22-10. Мы ждем уже концовки этой встречи, точнее окончания, потому что 3 очка всего осталось. 22-10, но это практически неотыгрываемый гандикап. Поэтому в этом матче очень близка к победе мужская команда. Так, желтая карточка для кого? Для кого именно? Для Мухаммада Алилу, что ли? Для капитана мужской команды или для кого? Ну, там непонятно, что случилось. Долго разбирается. Ну, эмоции, конечно, на пределе, надо держать себя в руках, друзья. Тут, в принципе, все ясно, поэтому не стоит, я думаю, особо напрягаться. Эйс есть. Матчпоинт, друзья, матчпоинт 24-10 счет. 23-10, 23. Мы одно очко прибавили случайно. Пока нет матчпоинта, 23-10, да, было 22. Но вот с этими разбирательствами, которые не красят спорт, мы чуть подзабыли о счете. 23-10 счет. (11-23). И осталось просто дело времени, когда победит Ош. 24-11, сейчас становится 24-11. Это матчпоинт, сетпоинт и матчпоинт в одном лице. И на матчпоинт выходит
капитан Мухаммад Алилу. И вот мяч уходит. И команда Ош побеждает 25-10. Вот так вот. То есть 25-11. Ну и выигрывает в этом матче и, соответственно, берет свои очки. Ну а мы движемся дальше уже к другим нашим играм.